Здравствуйте, уважаемые эксперты! Меня зовут Корнилова Наталья. Позвольте вам представить нашу работу. Актуальность нашей работы заключается в том, что при изучении омонимов у учеников 5 и 6 классов возникают трудности. Ведь омонимы – это слова, которые похожи по написанию или звучанию, однако они разные по лексическому значению. Мы выбрали именно 5 и 6 классы, так как именно в этот период начинается изучение омонимов в английском языке. Исходя из всего этого, целью нашего исследования является повышение уровня знания омонимов у учеников 5 и 6 классов. Задачами нашего исследования являются изучить историю и причины появления омонимов, разобраться в их классификации, а также реализовать идею создания карточек, которые помогут понять разницу в лексическом значении омонимов. Перейдемте сразу к практической части нашего исследования. Нами в программе Publisher был создан словарь омонимов, который был стилизован специально для детей, чтобы им было проще идентифицировать омонимы. Здесь они собраны сами омонимы, транскрипция, перевод, а также яркие картинки к ним. Омонимы были отобраны из учебного материала Spotlight для учеников 5 и 6 классов, чтобы далеко не отходить от учебного материала. Также нами были созданы карточки с яркими картинками, чтобы проверить эффективность нашего словаря. В прошлом и позапрошлом году я работала над темой авторских сказок на английском языке, и в этом году я решила совместить практическую часть с моей прошлой работой, в которой была создана книга, в которой были собраны авторские сказки учеников Саха политехнического лицея. На уроках мы предлагали детям нашу книгу, и после обсуждения и изучения его мы предлагали детям задания на идентификацию омонимов, которые были основаны на сказках из этой книги. После изучения мы провели анкетирование, которое показало, что использование словаря и карточек с омонимами действительно помогло повысить уровень знания омонимов у учеников 5 и 6 классов, из чего следует вывод, что наши словарь и карточки имеют свою ценность и могут использоваться в образовательных целях на уроках английского языка и действительно повышают их уровень знания об омонимах у учеников 5 и 6 классов. Спасибо за внимание.